Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Как поменяется ваша жизнь за следующие 7 дней? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка готова. Давайте будем разбираться. Смотрите, мои хорошие, в ближайшие 7 дней в вашу жизнь какой-то человечек попытается войти. Причем войти очень теплыми, открытыми намерениями. Вот у кого-то это любовная тема отыграется, да, вот человек начнет за вами ухаживать, уделять вам внимание, всячески пытаться, в лучшем виде предстать перед вами. У кого-то человек, который может вам помочь и при этом и сам нуждается в вашей помощи. То есть это больше как на дружбу даже смахивает. Но в любом случае я вижу, что это к доброму, к хорошему. Впускайте этого человека, ни о чем не переживайте, вы точно не пожалеете. У кого-то, да, действительно отыграется, что это тот самый, либо та самая, с кем у вас будет прекрасная любовь и прекрасный брак. Да, вот время пришло кому-то встретить своего суженого, либо суженую. Но кому-то время пришло найти настоящего друга, либо настоящую подругу. Вот как рядом. Всегда этот человек будет рядом. По крайней мере, стараться будет быть рядом. Дальше. У кого проблемы в семье именно вот с детьми? Либо это, в принципе, да, вот взаимоотношения между родителями и детьми. Может быть, дети между собой ссорятся. А у кого-то отыграется, что вот нужно что-то вот предпринять, решить для ребенка, куда-то ребенка устроить, либо чем-то помочь ребенку, может, там репетитором нанять. Вот проблема, да, проблема вот с ребенком связана, с детьми. Смотрите, эта проблема у вас решается, причем решается чьим-то добрым советом. То есть какой-то добрый человек даст вам добрый совет, и проблемы у вас больше не будет. Да, посоветуют хорошего репетитора, либо посоветуют хорошие курсы, может, учебное учреждение. У кого-то отыграется, что это добрый человек, не знаю, там детский психолог, и скажет вам, как вести себя с ребенком, либо что делать, если дети ссорятся, да, вот как все исправляется, проблема решается. У вас прям гора с плеч, такое облегчение, вы будете очень и очень довольны. А если вы сами ссорились с детьми, тоже конфликт сойдет на нет, добрым советом все исправится. Замечательный знак. Дальше. Вот здесь я вижу дерево, на котором появляются почки. Это еще не цветочки, это еще не листики и, конечно же, не плоды, но почки — это уже добрый знак. Добрый. Особенно это касается тех, кто долго болел, либо плохо себя чувствовал, у кого была хроническая депрессия, упадок сил, у кого-то хронические болезни могли быть. То есть это верный знак того, что ситуация меняется, ситуация улучшается. Либо лечение помогает, либо вы смогли своими силами преодолеть свою депрессию, либо свои какие-то, такие вот нехорошие состояния. Да? Вот как дерево оживает, так и вы начинаете оживать. Кстати, если у вас в отношениях, например, было охлаждение, либо люди вообще рассорились, долго не общались. То есть дерево, оно ведь не только про здоровье, оно ведь и про семью. То почки — это хорошо, это начало новой жизни, люди уже по-другому друг на друга смотрят, уже не так сильно обижаются, уже начинают друг к другу тянуться. Вот прям почувствуйте. Кстати, рядом с деревом буква А. Новое начало. Буква А всегда говорит, что все заново перезапускается, либо заново начинается. Да, хороший знак. Дальше. Будьте внимательны к новостям, потому что будут новости. Новостей будет очень много, и вам нужно будет не упустить одну, но очень важную для вас.
эта новость, она как-то может незаметно пройти, либо вы на что-то другое отвлекаетесь, и вот важную и нужную информацию можете упустить. Этого допускать нельзя, потому что эта нужная и важная информация может действительно вот как на благо вам отыграться. Либо, воспользовавшись этой нужной и важной информацией, вы можете что-то получить, либо чего-то добиться. Но в любом случае улучшить свою жизнь. В ближайшей перспективе, в отдаленной перспективе это уже не столь важно. Дальше показаны дороги, которые вы будете осуществлять. Неважно, вы передвигаетесь пешком, общественным транспортом, либо ездите на личном автомобиле. Дорога у вас больше, чем обычно, да, будете разъезжать, будете меньше дома находиться, либо в офисе, на работе. Вот в движении вас вижу, движение, да, дорог будет очень много по делам, либо там в магазинчик, либо в гости, либо просто куда-то вот прям поехать развеяться. Дорог много у вас. Также, мои хорошие, показан разговор, который меняет между вами и другим человеком будущее. Смотрите, разговор достаточно прозрачный и достаточно неоднозначный. Неоднозначный в плане того, что человек что-то такое вам скажет, к чему вы не будете готовы. Но если вы правильно среагируете, либо войдете в положение этого человека, и я вижу, что между вами в будущем все будет хорошо. Вы найдете общий язык, вы сможете коммуницировать на более высоком уровне, и это вас действительно сблизит. Да, вы всегда можете психануть, вы всегда можете отказаться от диалога, но лучше этого не делать. Да, такой вот разговор. Кстати, у кого-то еще разговор может быть с тем, кто старше вас по должности, по званию, по должности. Человек вас может о чем-то расспрашивать, и от того, насколько вы будете честно отвечать, да, человек, скорее всего, чувствует, где ему врут, а где правду говорят. Вот от этого тоже очень многое может зависеть. Да? Допустим, человек вам присматривается и думает, вот достойны вы повышения или нет. Вы как верный родной фирме или можете в любой момент уйти. То есть старайтесь все-таки быть честным человеком и не стесняйтесь своих мыслей. Да? Говорите как есть. Вот это тоже вам как такая подсказочка свыше идет. Дальше муж с женой. Жена куда-то мужа будет собирать, отправлять. И такие, знаете, приятные хлопоты идут. То есть это не то, что там муж собирается на гулянку, и жена возражает, и напряженка между ними. Нет. Здесь приятные хлопоты. Может быть, это какая-то важная командировка. Может быть, ваш муж выйдет на новую работу. Может быть, какой-то новый бизнес-партнер, либо бизнес-проект. Вот прям будете хлопотать. Такое приятное у вас тут настроение. И вы его прям наряжаете, он у вас как игрушечка, да, на елке. Весь блестит, весь сияет, там еще и перекрестите его вслед. Либо какой-то шепоток скажете. Слушайте, прям очень приятно наблюдать. Дай бог, пусть все получится. Если это какая-то важная командировка, то там все получится, все выгорит. И мужчина на правильном пути. Мне идет, что на правильном пути. Вот ему солнце светит. Наконец-таки вышло из-за тучи, светит солнце мужчине. Вот все, что касается дел, работы, партнерства, каких-то бизнес-проектов, вот прям эти ближайшие 7 дней для мужчин идеальные тут. Идеально не упустить у мужчины свою возможность, да, свое окно возможностей. Дальше у кого-то будет свидание, причем свидание очень необычное. Возможно, тот, кто вас пригласит на свидание, очень такой изобретательный, неординарный персонаж, да, человек вас может в какой-то необычный ресторан повезти, либо, как-то, знаете, дома там что-то приготовить, там, пригласить на крышу, там, покушать, да, в такой интимной обстановке. Может, еще что-то придумает, да, вот произведет на вас впечатление, и вы скажете, ой, какой ты необычный, да, как все необычно, со мной такое впервые. Какая-то
это очень фантастическая атмосфера вокруг вас, и вам это очень понравится. Даже больше понравится, чем, например, пойти в какой-то мишленовский ресторан. Как-то произведет на вас впечатление. Удачное свидание, и у кого-то прям и продолжение идет. То есть свидание плавно перетекает из ужина в завтрак. Ну, вы поняли, да? Ну, все по обоюдному согласию, но никто не против такого распорядка возражать не будет. Наоборот, двумя руками за. Дальше. Вижу, что вы куда-то будете спешить, но спешить вам нельзя. Нельзя, потому что вы можете в спешке что-то важное либо забыть, либо упустить, либо потерять, либо дома оставить. Вот избегайте суеты, избегайте спешки. Лучше, знаете, вы опоздаете, но вы приедете готовым, да, со всеми документами, там, с паспортом, с очками, с телефоном, да, ничего не забудете, ничего не пропустите. Спешка, вот нельзя спешить. Если вы опоздаете, вас поймут. А вот если вы что-то забудете, ну, извините, будет конфуз, будет неприятная ситуация. Дальше. У кого-то будут дни, где вам буквально вот предлагают, я так понимаю, напитки, да, горячительные напитки. Видите, сама по себе чаша у вас вышла неровной и какой-то как даже треснувшей. Будьте аккуратны, когда вы употребляете алконапитки. Напитки могут быть не самого лучшего качества, и также могут быть последствия. То есть может там что-то намешано в виде коктейля, и у вас непереносимость каких-то ингредиентов. То есть на следующий день вы можете себя чувствовать абсолютно нездоровым, разбитым человеком. Вот, именно вот от напитков идет. Но у кого-то отыграется другая ситуация, когда люди вот прям пьяные от любви, да, голова кругом именно от любви идет. Вот настолько много чувств, настолько вот переизбыток эмоций идет, что даже немножко кружится голова. Но это уже от счастья кружится. Вот. Ну а про алкоголь я вас предупредила. Опять же, проверяйте качество алкоголя перед тем, как его употреблять. И знаете, что даже в самых там хороших местах могут быть подделки. Даже самые там дорогие напитки в магазине тоже могут быть фальсифицированы. Да, лучше, конечно, избегать. Но если избежать не получается, и нужно там, например, поднять бокал за чье-то здоровье, то прям чуть-чуть там пригубили, и все. Не стоит оно того. Дальше готовка какая-то. Готовить, накрывать на стол. Возможно, день рождения у вас, либо у кого-то из вашей семьи. У кого-то отыграется ситуация, что вы будете принимать гостей, например, кто-то в гости придет, да, там родственники приедут, либо друзья придут. Вы можете столкнуться с тем, что вы что-то не докупили, да, не куплен какой-то ингредиент, какой-то продукт, либо вас могут застать врасплох. То есть буквально вам там гости уже на пороге топчутся, и звонок, оповещение, что вот мы там через 10-15 минут будем. Поэтому имейте это в виду. Заранее готовьтесь, пусть в вашем доме будет какой-то небольшой запас продуктов для того, чтобы вы могли быстренько вот что-то с ними придумать и накрыть на стол. Потому что я вижу, вы такой радушный человек, хлебосольный хозяин, для вас это может стать действительно серьезной проблемой. Вы там сами себе придумаете, что я там недостаточно хорошо встретила, не смогла что-то приготовить, либо у меня там мало продуктов дома. Ну вот прям, да, можете озадачиться этим вопросом. Просто заранее подкупите, и пусть будет. Подкупите то, что вы потом можете скушать, да, то, что может там полежать, похорониться. Вот. Ну, чтобы избежать такого неприятного момента. Дальше. Вижу человека, который буквально не может переступить порог вашего дома. То есть, возможно, вы приглашаете этого человека в дом, либо где-то вот пересеклись на лестничной площадке, говорите, ну вот зайди. А человек не может зайти. Знаете, что у этого человека к вам очень сильное чувство антипатии, и этого человека не пускают в ваш дом какой-то оберег, либо ритуал, который вы, например, проводили. Кто-то проводил ритуал, чтобы плохие люди не заходили в дом. Кто-то
действительно приобрел, либо сделал оберег для своего дома. И вот кто не сможет войти, у этого человека очень мерзкие мысли по поводу вас и очень такие злые намерения. И это прям будет настолько очевидно, что даже мурашки пойдут. Да, человек вам может улыбаться, человек может там прямо играть друга по другу, либо любящего родственника. Но на самом деле у человека очень плохие намерения. Ну, вплоть до того, что вы там договариваетесь, человек говорит, там, буду там через полчаса. Но человек не может до вас доехать, ну, либо не может переступить порог дома. Вот как-то так мне идет. Это вам сразу на заметку, да, что с этим человеком нужно быть поосторожнее, а лучше вообще минимизировать общение. И еще вот здесь показывают мужчину. Мужчина, который, ну, пытается, давайте, хитрить, да, он пытается хитрить, вы это можете почувствовать, но его очень сложно на хитростью поймать, потому что он так красиво и складно разговаривает, да, видно, готовился, видно, тренировался, но вот ощущение, что что-то не так, оно вас буквально не покидает. Верьте своей интуиции. Если вы можете предотвратить какой-то обман, предотвратите. Неважно, пусть он там расстроится, обидится. Лучше так, чем произойдет обман. Ну, допустим, у кого-то ситуация в семье. Мальчик говорит, я пойду к другу играть там в компьютер, да, допустим. А на самом деле у них там где-то компания собирается, да, и будет чем попало заниматься. А вы прям чувствуете, вы такая, сейчас я позвоню маме мальчика и спрошу. Да, вот все вы можете выяснить. Либо там ваш благоверный говорит, вот у меня срочное дело, мне нужно там другу помочь там, с машиной, допустим, да, в гараж поехать. Вы такая, а я как бы с тобой поеду, у меня там подруга рядом живет, ну, вместе и поедем, да. То есть посмотрите, как мужчина будет выкручиваться. То же самое мужчина там может вам говорить, что не переживайте, я сейчас все сделаю, там, заплатите деньги и идите. А вы говорите, ну, если ты сейчас делаешь, да, начинай делать, я тогда подожду и деньги заплачу, как сделаешь. Да? Вот обыграйте эту ситуацию, ваша интуиция вас точно не подводит. Дальше показана лошадь, за ней бежит лиса. Лиса – это хитрость. Хитрость на работе, либо хитрость клиентов. Допустим, вас на работе могут попросить задержаться, либо кого-то подменить, но при этом вам, например, не оплатят. Да? За то, что вы сверхурочно работаете, не оплатят. Либо за то, что вы кого-то подменяете, свою работу делаете и работу этого человека. Тут тоже нужно договариваться еще на берегу и спрашивать, хорошо, если я задержусь, сколько вы мне доплатите? Сколько я получу за переработку, либо сколько я получу за совмещение и своей работы, и работы другого человека. Опять же, вас может подружка на работе попросить, чтобы вы вышли за нее. Но имейте в виду, скорее всего, подружка знает, что будет сложный заказ, либо будут какие-то проблемные сотрудники. И она как бы пытается избежать и вас подставляет. Да? Будьте бдительны, не дайте себя обмануть. То же самое, если вы работаете с клиентами, может попасться такой клиент, который, ну, например, после того, как вы окажете услуги, либо выполните работу, вам просто в лицо скажет, что у меня нет денег. Вот. А деньги у клиента есть, да? Тогда вы говорите, хорошо, я вызываю там полицию, и пусть полиция уже с вами разбирается. Да? Не надо верить на слово, потому что здесь хитрость, вы можете в холостую, впустую отработать и денег не получить. Да? Имейте это в виду. Так, еще человек, имя на букву «Р», скорее всего, либо фамилия на букву «Р». Не могу сказать, мужчина либо женщина. Этот человек знает правду. Вот вам так просят передать. Возможно, у вас будет какой-то вопрос, либо уже какой-то вопрос. Возможно, вы хотите докопаться до какой-то правды, но вы не можете найти того, кто был свидетелем, либо очевидцем, либо кто знает, да, что-то знает, какими-то знаниями обладает. Вам подсказывают, что человек на букву «Р»
все знает. У человека есть ключи от правды. Человек сам по себе носитель правды. Да? Вот информацию человека на букву «Р» спросите. Это либо имя, либо фамилия. Может быть как мужчина, так и женщина. То есть не лишним будет в своем кругу подойти к тем людям, у кого имя, фамилия на букву «Р», и спросить о том вопросе, который вас беспокоит. Вот кто-то из них вам точно все вот подробно расскажет, всю правду расскажет. Дальше. Здесь я вижу, о чем-то вы будете переживать. На почве переживаний даже может случиться бессонница, либо такой прерывистый сон, когда вы вроде засыпаете нормально, потом среди ночи просыпаетесь и все, хоть глаз кали, да? Бывают такие ситуации. Это вас не отпускает какая-то навязчивая мысль. Не принимайте ничего близко к сердцу и знайте, что все можно решить, все можно исправить. И безвыходных ситуаций в вашей жизни нет. На самом деле в каждой ситуации есть как и вход, так и выход. Не надо так сильно себя накручивать. И не надо так сильно переживать за других людей. Потому что из-за этого страдает ваша нервная система. И у вас вот эта вот бессонница, либо вот такой вот сон, да, прерывистый, кусочками сон. Дальше женщина, похожая на курицу, очень яркая, я так понимаю, и очень громкая. Женщина, которая может устроить проблемы. Знаете, тут такой характер противный. Ей никак не угодишь. Либо она устраивает проблемы, потому что она пытается вам хоть чем-то навредить, да, хоть кусочек, но укушу. Не пытайтесь с ней как-то сгладить, а лучше действовать как она. То есть она хамит, грубит, и вы ей в ответ тоже хамите и грубите, чтобы она понимала, что ее же средствами ей по морде дадут, да, чтобы она быстренько пришла в себя и прекратила свою эту адскую негативную деятельность. Какая-то она пестрая, яркая, вот знаете, вульгарная еще мне идет эта женщина. Здесь причина ее такого поведения — это зависть либо ревность к вам. Вот как бы все. И носиться с ней, как с писаной торбой, не стоит ее жалеть. И если так придется, так не молчите, просто ее зеркальте, копируйте, пусть знает, как это. Да, когда на тебя нападают, когда на тебя наезжают. Мужчины и женщины одинаково. Да, мужчины и женщины тоже могут завидовать мужчинам и ревновать, и что угодно, особенно если это касается работы, либо каких-то карьерных возможностей, запросто может быть. Дальше я вижу вас с каким-то другом, то ли подругой. Если вы мужчина, да, то вы будете с другом, если вы женщина, то с подругой. Вы вместе вот что-то делаете, допустим, пойдете по магазинам, либо вместе начнете готовить, либо вместе посидите, пообщаетесь. Вы знаете, вы так здорово проведете время. Это какая-то вот терапия дружбой называется. Если у вас плохое настроение, либо вы чем-то расстроены, звоните, либо идите к своему любимому другу, к своей любимой подружке, и все как рукой снимет. Вот знаете, в очередной раз вы смотрите на свою подругу и думаете, вот как мне повезло, что мы с тобой встретились, что мы с тобой дружим, да, вот ты моя душина, ты моя подушка, ты мое плечико. Вот какая-то такая вот эмоция у вас идет. Вы благодарны своему другу либо подруге за то, что они есть в вашей жизни. Да, помогают вам, помогают выкарабкаться из каких-то моментов неприятных, либо улучшить ваше настроение. А вот здесь показано, что вы какую-то черепаху на руках держите и прям расцеловываете. Но черепахи, они медленные создания, да, медленные существа. Возможно, что-то, что вы так долго ждали и не могли дождаться, наконец-таки произойдет. И так вы будете рады, что вы эту черепаху, буквально вот к себе как родную прижимаете и целуете. Как долгожданное событие наконец-таки случится. Вот здесь показаны знаки. Несколько знаков подряд. Знаки, которые буквально подтверждают вам, что вы все делаете правильно, либо вы на правильном пути. То есть будут моменты, когда вы останавливаетесь и задумываетесь, правильно ли я поступаю, правильно ли я решение принимаю, в правильном ли я направлении двигаюсь. И вам буквально вот сразу будут знаки. Знаки, что да,
туда идешь, правильно идешь, ты все правильно решил, все правильно решила. Это, конечно, тоже немножечко мурашит, но с другой стороны, я так понимаю, что с вами это не впервые, то есть вы уже не настолько как эмоциям предаетесь, да, когда видите знаки. Кто-то из вас уже прям научился очень грамотно считывать эти знаки, буквально понимаете, что вам свыше передают. Так, еще новости придут о тех людях, которые далеко от вас находятся. Новости как цветок, приятные, да, приятные новости придут. Может, это ваши родственники, может быть, это ваши друзья, члены семьи, может быть, ну вот кто-то далеко живет. Новости, вот цветок вы нюхаете, вам нравится, как он пахнет, но опять же, он красивый, этот цветок. Может, это как-то связано с личной жизнью ваших родственников, либо друзей, ну, а может быть, что-то другое, да, вот порадуйтесь за других людей. И еще какая-то музыка, которая буквально вот как-то вас мотивирует, заряжает. Может, это случайная мелодия, да, вот вам попадется, случайно услышите, и прям очень понравится, энергию придаст. А у кого-то отыграется, что это ваша любимая музыка, и в какой-то момент тоски, хандры, либо усталости вы включите любимый трек, и прям исцеление моментально получите. Музыка, да, музыка помогает, во благо идет. Дальше показывают женщину, которая к мужчине обращается, не веря в то, что мужчина к ней серьезно отнесется, либо вот ей чем-то поможет. А буквально помощь, знаете, в чем нужна? Тут ворона за вами летит. Ну, вороны — это неприятности, либо плохие новости, либо какие-то такие вот неприятные события, ситуации, с которыми вы либо столкнулись, либо можете столкнуться. Вот вы как женщина к какому-то мужчине обращаетесь, но вы не верите в то, что он станет вам помогать. Наоборот, вам кажется, что он пошлет, да, не станет ничего делать. Как же приятно вы будете удивлены, когда мужчина не только вас выслушает, но он еще и эту ворону от вас вот палкой прогоняет. И не позволяет этой вороне к вам подлететь близко. То есть это не только понимание и принятие, это еще и помощь, да, мгновенная помощь, на которую вы вовсе и не надеялись. Ну, хороший знак во благо. Дальше. Здесь какая-то морковка показана. Морковка, которую не выкопать одному человеку. Да? Тут помощь нужна. Либо вас позовут, чтобы вы помогли, либо это вы кого-то будете приглашать, чтобы вам оказали помощь. Вы знаете, я так скажу, здесь еще один человек нужен. То есть если 3 человека объединят свои усилия, то все получится и даже не устанете. А вот если 1 либо 2, то это очень тяжелый и такой прям муторный процесс. Мало того, люди могут еще и как-то рассориться, да? Рассориться в процессе выкапывания этой морковки, ну, либо решения какой-то задачи, либо какого-то дела, да? Поэтому зовите 3-го. Без 3-го вам никак не справиться. Должно быть ровно 3 человека, чтобы процесс был эффективный, четкий и быстрый. Лестницы показаны. Здесь лестницы опасные. Будьте аккуратны, когда вы пользуетесь лестницами. Неважно, вы поднимаетесь по лестнице, либо вы спускаетесь по лестнице. Всякие вот маленькие эти порожки, тоже будьте поаккуратней. То ли скользко, то ли, ну, мало ли там, не знаю, нога соскользнет, да? Всегда опирайтесь на перила. Даже если вы брезгуете опираться на перила, потом помоете руки, ничего страшного. А вот если вы пострадаете на этой лестнице, это уже будет страшно. Опять же, детки, да, конфетки, особенно маленькие детки, прям глаз да глаз нужно. Какая-то скользкая лестница мне идет. Скользкая и достаточно опасная выглядит эта лестница. Так, и еще. Здесь какой-то человек вами пытается, либо попытается закрыться как щитом. То есть, возможно, человек свою вину перекинет на вас. Либо вас позовет, чтобы вы выступили в качестве такого вот буфера, да, который на себя все берет. Вам стоит отказаться
Либо, если вы понимаете, что кто-то вами пользуется, нужно сразу же пресекать. У человека очень шкурный интерес, и этот человек, он за счет других людей решает свои проблемы, либо как бы избегает ответственности. Вы, как получается, не первый человек, кем пользуется. И еще очень важно не молчать об этом, да, как можно больше об этом говорить, чтобы люди в вашем кругу все знали о том, что человек так поступает. Это очень некрасивое поведение, очень неправильное поведение. И поощрять либо прощать такое нельзя ни в коем случае. Неважно, какие причины будут названы, так не должно быть. Никогда не должно быть. И это важно. Еще птица с закрытыми глазами. Спит? Наверное, спит. Может, вы ждете какое-то письмо, либо какой-то важный документ, может, весточку ждете, либо ждете, что с вами кто-то свяжется. К сожалению, птица спит. Она не может лететь, потому что она спит. Такой вот знак вышел, да, может, не ждите впустую, либо человеку больше нужно времени, да, чтобы там прийти в себя, очнуться, проснуться и выйти на контакт, на связь с вами. Либо чтобы документ был оформлен. Может, там не все участники в состоянии там подпись поставить, либо печать поставить, да, просто нужно будет чуть-чуть дольше подождать. И не нервничайте, все будет, птица уже есть. Просто ее что-то задерживает, да, она просто спит. Может, пару дней, да, вот такая ситуация продержится, потом все-таки все придет и все будет нормально. А вот ближе к венцу опять показывают, что между людьми прям вспыхнет пламя. Ни с того ни с сего, либо очень неожиданно вспыхнет. Да так ярко, что люди от этого пламени, они вот как головы теряют. Что сказать, любовь, страсть, да, все это действительно доводит до головокружения и ярко очень горит в судьбах людей. Если случится, значит, так оно и будет, да, значит, оно и по судьбе. Тут страсть может даже между мужем и женой случиться, особенно если вы там очень давно в браке, там несколько десятков лет, и уже, казалось бы, все. Вот страсти могут случиться, такое прям пламя, да, пламя страсти между людьми показано. У кого-то вот, не знаю, любовник появится. Либо любовница, да, если мужчина меня смотрит. Люди не могут противостоять этой страсти. Все горит ясным пламенем. Что есть, то я вам и сказала. Так, не лишайте себя счастья, так тому и быть. По судьбе вам идет, что поделаешь. Дальше. Люди без лиц. Это очень похоже на общение в интернете, да, там нет лиц, там только лишь эти буквы, слова. Но в данном конкретном случае показано, что люди без лиц, они помогают, чем-то помогают. Например, адекватную дают оценку, либо дают адекватные комментарии, подсказки, советы. Вот я вижу, что вы о какой-то проблеме своей скажете, расскажете, напишите. И люди без лиц дадут вам очень много ответов, советов, рекомендаций. Среди всего этого разнообразия я точно думаю, что вы найдете свой вариант. Да, вот если есть проблема, обращайтесь в интернет. Паблики, чаты, социальные сети. Вот спрашивайте там, вам ответов точно накидают. И хороших ответов, хороших советов. Это не что-то пустое. Да, хороший знак. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.